В эфире новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Мэр города Якутска Сардана Авксентьева покидает свой пост. Зимние каникулы продлили в 150 школ Якутии. На ковер чемпионата Беларуси по вольной борьбе сегодня выйдут якутские спортсмены. Глава Якутска Сардана Авксентьева покидает должность по состоянию здоровья. Об этом мэр сообщила в своем аккаунте в Инстаграм. Она написала, что, цитата, «Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина – стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24 часа 365 дней в году. Сегодня, 11 января, я внесу в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий», говорится в сообщении. Новый год и новые требования. В силу вступил ряд законов. Что ждет россиян в 2021-м, расскажет наш корреспондент Дмитрий Тимыров. С 1 января начали действовать новые правила Санпина к организации общественного питания. Они будут учитывать потребности детей, взрослых, инвалидов и других групп населения. Количество требований сократилось приблизительно в 5 раз за счет отмены устаревших норм и устранения повторов. Помимо этого, с 1 января вступила в силу новая редакция правил оказания услуг общественного питания. Отныне владельцы ресторанов обязаны будут информировать о цене на блюда, чаевых и сервисном сборе. Они также не смогут обязать посетителя оплачивать сборы, не указанные в прейскуранте. Напомним, с 1 января прекратил свое действие временный мораторий на отключение коммунальных услуг и начисление штрафов за неуплату. Теперь в адрес неплательщиков будут направлены уведомления об отключении электроэнергии. По закону, если долг за электроэнергию превышает норматив потребления в 2 раза, сбытовая компания вправе ввести ограничения до полного погашения задолженности. Также с 1 января жителям многоквартирных домов запрещено хранить личные вещи на чердаках и цокольных этажах. Также запрещено оставлять без присмотра на балконах и лоджиях свечи и непотушенные сигареты. Решетки на окнах подвалов должны открываться. Нарушителей ждут штрафы в размере от 2000 до 5000 рублей. Также с этого года на территории частных домов запрещено сжигать мусор и разводить костры. Отныне больше профессий станут доступными для женщин. С этого года список недоступных для дам сфер труда существенно уменьшится с 450 до 100 позиций. Жительницы России отныне смогут работать дальнобойщиками, парашютистами, водить трактор, а также становиться членами палубной команды корабля. А вот с 1 марта 2021 года автовладельцев ждут новые правила техосмотра, обязательная фотофиксация процедуры, а также перевод диагностических карт в электронный вид. Помимо этого, с 1 января заработали обновленные требования комплектации автомобильной аптечки. В них включены 2 одноразовые медицинские маски, увеличено количество стерильных салфеток, исключены бактерицидные лейкопластыри, стерильные бинты и стерильный перевязочный пакет, а также бинты малой ширины. Кроме того, теперь водители имеют право комплектовать аптечку самостоятельно. Также с 1 января автомобильный знак «Инвалид» перестанет действовать. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо оформить электронное разрешение на парковку путем внесения сведений о транспортном средстве в Федеральный реестр инвалидов. И самое главное нововведение этого года вступит с 1 апреля 2021 года. Это новый регламент сдачи экзамена на получение водительских прав. Так, раньше экзамен состоял из 3 этапов: теория, площадка и город. Новый регламент исключил площадку. По новым правилам кандидаты будут сдавать теоретические экзамены и демонстрировать навыки вождения машины в городе, в том числе показывать элементы, которые раньше проверялись на площадке. Также нововведения коснулись и разрешения выдавать водительские права несовершеннолетним с 16 лет. Для этого нужно согласие одного из законных представителей, кандидата-водителя на сдачу им экзамена и выдачу удостоверения. Документ предоставляется в тех случаях, когда заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 лет, кроме случаев, когда его признают полностью недееспособным. Правительство России установило величину прожиточного минимума на 2021 год. В среднем он составит 11 653 рубля. Для трудоспособного населения 12 702 рубля, для пенсионеров 10 022 рубля. Показатели утвердили на весь год, а не на квартал, как было раньше. Кроме того, с 1 января изменилась методика подсчета показателя. Больше он не зависит от стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, а привязан к среднему доходу на человека по стране.
Число безработных уменьшилось в Якутии за ноябрь-декабрь 2020 года. Об этом сообщил Госкомитет региона по занятости населения. Отмечается, что пик безработицы в республике пришелся на июль-август и составил 7,7%. Главой региона Айсеном Николаевым было дано поручение по стабилизации рынка труда. Направлены необходимые региональные и финансовые ресурсы, поддержку оказали системообразующим предприятиям, малому и среднему бизнесу. Также положительный эффект оказали меры активной политики занятости. Профобучение по востребованным на рынке труда специальностям прошли более 2500 безработных и незанятых. Всего в 2020 году трудоустроено почти 18 тысяч человек. В Минтруде напомнили, какие меры поддержки полагаются семьям с детьми в этом году. Январское пособие на детей от 3 до 7 лет поступит на счета родителей не позднее 26 января. Размер его увеличится в 2 раза и составит 1 региональный прожиточный минимум для тех семей, чей доход остается ниже прожиточного минимума в регионе на каждого члена семьи. По-прежнему доступны россиянам выплаты на первого и второго ребенка до 3 лет. В первом случае они выплачиваются из федерального бюджета, а во втором – из средств материнского капитала. Зимние каникулы решено продлить в 51 школе Якутии. Как сообщается на сайте главы правительства региона, в очном формате будут работать порядка 30% школ, 45% учебных заведений общего образования продолжат обучение в очно-заочной форме, 25% школ будут работать в дистанционном формате. Так, зимние каникулы продолжаются в 3 школах Булунского района. В Ленском районе 17 школ продолжают каникулы до 13 января, а Эмиконский район продлевает каникулы до 12 числа, Уснерская гимназия до 13. В Оленёкском районе в одной школе не будут учиться до 12 января, в Чурапчинском районе в 26 школах до 12 января. Актированные дни объявлены в начальных классах школ Якутска. Согласно данным управления Гисметеослужбы, в столице сегодня минус 46 градусов по Цельсию, безветренно. В связи с этим очные занятия отменены для учащихся с 1 по 5 классы. К другим темам. Сельские предприниматели с этого года могут получить грант «Агропрогресс» до 30 миллионов рублей. Он рассчитан для малого и среднего бизнеса, который работает в сельской местности более 2 лет. Средства разрешается потратить на приобретение или строительство новых объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, на оборудование, сельхозтехнику и спецтранспорт. Резиденты технопарка «Якутия» создали продукт, который облегчит жизнь северянам. Это крем от обморожения. На российском рынке такой продукт не в новинку, но уникальность якутского средства заключается в его составе. Крем уже появился на столичных прилавках. Тем временем Ульяна Шагина отправилась в лабораторию компании «Криопротект», чтобы разобраться в свойствах нового якутского продукта. Инновационный продукт Freeze Protect Plus в конце прошлого года появился на столичных прилавках и уже притянул внимание не только якутян, но и других жителей холодных регионов страны. Средство от обморожения, созданное учеными самого холодного региона страны, согласитесь, вызывает как-то больше доверия. Как утверждают сами производители, основное отличие их продукта от других подобных – это уникальный состав, в основе которых криопротекторы. Что это такое, мы сейчас узнаем в лаборатории. Команда, создавшая новый инновационный продукт, состоит всего из 3 резидентов технопарка. Идея совершенно нова в научном мире. Из криопротекторов, то есть веществ, призванных защищать клетки от замерзания, пока никто не создавал крем. Извлекаются эти вещества из насекомых Якутии, известных феноменальной способностью выживать в суровых северных условиях. Это могут быть жуки, бабочки, которых у нас достаточно здесь большое разнообразие. И вот те насекомые, которые вырабатывают эти вещества в значительных количествах, мы их выбираем для работы, для извлечения этих очень полезных веществ. В этом году зима в Якутии стала настоящим испытанием для многих. Северяне привыкли защищать свою кожу от солнца, а от холода нет. А ведь именно в это время года кожа лица находится под постоянным стрессом и также получает ожоги, правда холодовые. Сегодня в мире существует огромное количество средств от обморожения лица, но все они либо устарели в технологиях, либо являются обычной уходовой косметикой, не до конца справляясь со своей прямой функцией. Они основаны на жирах. А наш продукт, он вообще не содержит никаких жиров. И у нас совершенно другой принцип, другой подход, как я сказала, вот с учетом основной причины обморожения.
Испытания крема от обморожения длятся 6-й год. Они проходили как на полюсе холода в Аймеконе, так и в других регионах страны с менее суровыми зимами, но сильными ветрами. Отзывы только положительные. Значит, левую сторону я мазал, правую нет. С той стороны вообще и ветер как бы стал таким более мягким. С правой стороны есть покалывание от холодного ветра. Якутские инноваторы надеются, что средство от обморожения и обветривания кожи лица станет постоянным помощником в зимнее время года. Между тем, в планах у них расширить спектр задач, которые может решить созданный ими продукт. Включить туда солнечную часть, получается, от повреждения солнцем. Это, конечно, возможно не будет именно классический солнцезащитный крем, но в некоторых условиях вы можете одновременно подвергаться обморожению и солнцу, например, на горнолыжных курортах. Вот это для нас интересующее направление, мы бы хотели в будущем поработать над этим. Чтобы облегчить жизнь якутянам, инноваторы уже придумали спецодежду, чехол для авто, теплые палатки, а теперь и защиту кожи от холода. И совершенно точно, что в условиях севера двигателем прогресса становится не лень, а суровые климатические условия. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. 2 года верхом на конях от Аймекона до Лондона. Якутянин Дугуйдан Винокуров и англичанин Никита Грецы планируют преодолеть на якутских лошадях 15 тысяч километров. НВК «Саха» снял об этом цикл передач. Елизавета Васильева продолжит. Тысяч километров верхом на конях от Аймекона до Лондона. Дальняя экстремальная поездка уроженца Аймекона Дугуйдана Винокурова и англичанина Никита Грецы начнется уже в феврале и продлится 2 года. Путешественники возьмут с собой всего 4 коня. Планируют по дороге открыть собственный YouTube-канал. Никита Грецы уже в декабре прошлого года приехал в Якутию, чтобы получше узнать якутскую лошадь. Особенность с якутскими лошадьми – это разница большая, потому что они сильно отличаются от других лошадей. Ну, они не домашние. Домашние лошади привыкли, там люди постоянно ее кормят, все ухаживают, да. А вот более мягкие. Да, они к этому не привыкли. То есть она может тебе за секундочку решить, и она тебя ударит. Поэтому надо чуть по-другому. И вторая большая разница – это как их надо оседлать. Ну, это связано с характером. НВК «Саха» снял 8-серийную передачу о подготовке ребят к поездке. Операторами и режиссером проекта выступили Радомир Томский и Александр Слепцов. Съемки проходили в конебазе Джекей в Аймеконе при экстремально низкой температуре. Замерзала абсолютно вся техника. На это не стало преградой. Наоборот, передала всю атмосферу. Аналогичных таких съемок у нас в творческом отношении никогда не было. Там стояло градус ниже 58 градусов по Цельсию. И вот таких долгих работ съемочных в открытом пространстве никогда не было. Из-за этого, исходя из этого, мы набрали очень много опыта. Поездка не носит научный смысл. У путешественников цель одна – это попробовать пройти 15 тысяч километров всего на 4 лошадях. У них цель просто доехать, потому что никто этого не делал раньше до них. То есть, может быть, не то, что может быть, а точно делали такие длинные переходы, но меняя лошадей. То есть через каждые 50-100 километров меняли и уже свежую лошадь брали. А вот сейчас их задача именно на одной лошади поехать. Хотят проверить, возможно это или невозможно. Проект до Лондона на якутских лошадях запустят уже 11 января с понедельника по четверг. Начало в 9 часов вечера в эфире телеканала НВК «Саха». Елизавета Васильева, Георгий Григорьев, Якутск. На ковер чемпионата Беларуси по вольной борьбе выйдут якутские спортсмены. Нюргун Скрябин, Андрей Бекренев и Ариян Тютрин сегодня и завтра выступят в Минске. Накануне состоялась жеребьевка турнирной сетки в весе до 65 килограммов. На ковер выйдут 2 якутских борца. Это Скрябин и Бекренев. Они начнут свои схватки со стадии 1/4 финала. В турнирной сетке они расположились рядом друг с другом. Если одолеют своих соперников, то встретятся уже в полуфинале. Предварительные схватки начнутся сегодня в 17 часов по якутскому времени.
На этом пока все. Не забывайте носить маски и дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.